Так, за русский завтрак у нас в ответе оладьи на кефире. Классическое сочетание: молочная, кисломолочная база, пшеничная мука, яйца, такое подспорье, клеющееся одновременно, так сказать, привносящие протеины дополнительные в пищу, сахар в небольшом количестве, в качестве разрыхлителя соль. Начнем с яиц. Добавляем к ним сахар. Венчиком превращаем в единое целое. Желательно довести их все-таки до белесого состояния, когда яйца перейдут в гомогенную массу с сахаром вместе. Добавляем кефир. Немного соли, чуть-чуть соды и мука. Чем плотнее будет тесто, тем больше будет похож результат в оладьях на пирог. Естественно, где-то промежуточно между блинной и маффинным тестом. В общем, тут должно течь, но уже делать это строго. Так, тесто готово. Сделаем начинку. Бананы. Сливочное масло. Немного сахара. И обжариваем бананы. Разогретое маслом тесто, разгоняем его так вот по поверхности сковороды. Точно должен быть подобран уровень огня. Кефир обладает свойством довольно быстро сгорать на высоком огне. А если будет огонь слишком низкий, то тогда оладьи будут забирать слишком много жира с сковородки. Поэтому тут важно постепенно, методом проб и ошибок, методом тыка находить соотношение по температуре, размера оладья и времени, которое потребуется на то, чтобы верхняя часть, вот эта, которая сейчас жидкая, постепенно затянулась и позволила оладью себя перевернуть. Готовые оладьи откидываем на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира. Выкладываем один оладий. Сверху карамелизованный банан. Следующий слой оладьев и опять немного жареных бананов. Конец. Еще раз. Так, для вот этого завтрака, сочетания легкого кефирного теста с сладким таким непрямым банановым жареным вкусом, я выбрал кофе Казар. Это из двух видов робусты, которые выращиваются специально для Неспрессо, и одной арабики. У него очень яркий, сильный, бодрый вкус с такой мощной горчинкой и привкусом перца. Это замечательно, мне кажется, все вместе сочтется.